В последние месяцы мы отовсюду слышим о злостном коронавирусе. Власти не советуют ездить в Китай, Южную Корею, Италию. У многих перечеркнуты планы на летний отпуск. Люди массово отказываются от путевок в Азию и Европу, предпочитая отдых внутри страны. Эксперты уже прогнозируют небывалый наплыв туристов на побережье Крыма и Краснодарского края. Но ведь двумя этими локациями интересные для отдыха места в России не заканчиваются. Например, Якутии есть что предложить и есть что показать. Но как сделать так, чтобы к нам ехали гости? И вообще, с какими проблемами сталкиваются региональные туроператоры? Об этом и поговорим. Михаил Владимирович, у меня первый к вам вопрос. Как вы расцениваете вообще перспективы развития внутреннего туризма? Вот нас особенно интересует, конечно же, Сибирь и Дальний Восток. Дальний Восток для в целом туристической отрасли – это одна из реперных точек роста. Это очевидно. Связано это в первую очередь с географией, с природой. Ну и, конечно, это возможность вкладывать деньги и отдача на каждый вложенный рубль на Дальнем Востоке, в Якутии в частности, она будет значительно больше в силу того, что большой интерес у туристов и изнутри России, и извне. И рост турпотока, он фиксируется регулярно, в том числе и в Якутии. Мы фиксируем очень большие мероприятия, событийный туризм, так называемый, «Вкус Якутии», например. У меня было несколько знакомых, они, в общем, в восторге. Как вы думаете, чем может быть интересна Якутия для среднестатистического россиянина, который живет в центральной части? Ну вот я среднестатистический житель центральной России. В Якутии пока не был. Но очень хочу. Что мне интересно? Промышленный туризм. То есть посмотреть производство. Как добывают алмазы. Вот, как происходит их там очистка, огранка. То есть это очень интересно. Вообще промышленный туризм очень недооцененная на самом деле отрасль. Любой простой человек хочет побывать на каком-то производстве. Возьмем АвтоВАЗ Самарской области. Какой-нибудь авиационный завод в Воронеже. Неужели не интересно? Любому интересно. Также и Якутия. Известная золотопромышленная республика на весь мир. Ну и, конечно, природа. Экотуризм – это то, зачем будущее именно в Якутии. Потому что 10% дикой природы мира располагается в Якутии. Но это феноменально на самом деле. Это признается всеми, и учеными, и туристами. И это очень было бы привлекательно вот для меня, как для туриста. Все-таки целевая, я считаю, аудитория должна быть это азиатские страны, если говорить о въездном туризме, и регионы Сибири и Дальневосточный федеральный округ. То есть это логично, это транспортная доступность. Я уверен, не каждый сибиряк бывал в Якутии на Дальнем Востоке. Не каждый житель Китая, Кореи, Японии бывал у вас. Правильно? То есть надо пользоваться географическими преимуществами. Географическими преимуществами надо пользоваться. И это, кстати говоря, вот не всегда просчитывают те, кто занимается туризмом там, на Дальнем Востоке. Все ориентируются почему-то на Центральную Россию, на Европу. Не понимая, что турист, он вот под боком, вокруг. Япония, Корея, Китай, та же Индонезия. Все рядом. Филиппины, американцы. Пожалуйста, пусть посмотрят, позавидуют нашей природе. Все это, конечно, замечательно, но все-таки что мешает вот развиваться внутреннему туризму? Давайте возьмем все-таки арктические зоны, да, такие дальние, северные. Если говорить о Якутии, то, конечно, это низкая транспортная доступность. То, что ограничивает развитие туризма. И здесь правительство региона правильно сделало, что включилось в работу. И 16 аэропортов, в основном северных, будут отремонтированы за счет федеральных средств к 2024 году. Это очень правильный подход. И он не только ведь с местными жителями связан, но и с туристами. Потом субсидирование транспортных перевозок. Ну, сегодня не секрет, долететь эконом-классом на Дальний Восток и обратно можно минимально за 70-80 тысяч рублей. В некоторые пиковые
периоды нагрузки и дороже. Поэтому, конечно, субсидирование. Никакой рынок наши перемещения и местных жителей, дальневосточников, и туристов не отрегулирует. Потому что 8 часов лететь, 9 часов лететь на Дальний Восток, ну, это сопоставимо с полетом, условно, в Карибский бассейн. Поэтому дешево рынок никогда не сделает. Субсидирование однозначно – это единственный путь хоть какого-то приемлемого подхода в перевозках. И потом транспортная инфраструктура тоже оставляет желать. Пресловутый мост через Лену наконец-то добились народ Якутии и политики местные того, что он будет построен. Дороги с твердым покрытием тоже однозначно нужно вкладываться, развивать, и это тоже ограничивает туризм. Потому что транспортная доступность для, в том числе, дальневосточников, она сложная в Якутии. Это понятно. И без дорог, конечно, сложно. Ну, малая авиация – это притча во языцах. Малой авиацией у нас занимаются уже последние десятилетия разные органы власти, все. Но до сих пор модель самолета отечественного, кроме Ан-2 и вертолета Ми-8, практически не предложена рынку. Есть перспективные модели, но их нужно закупать, развивать лизинговые программы именно для вот арктических регионов. Поэтому все есть, нужно только деньги и желание. А вот размещение, например, нужно ли развивать какой-то гостиничный? Ну, конечно, средства размещения для туристов, они должны быть на приемлемом уровне. Мы ввели в позапрошлом году классификацию единую для отелей. И, конечно, турист, приехавший за хорошие деньги в Якутск и далее по маршруту, должен размещаться в хорошем отеле. Если это 3 звезды, то они должны быть одинаковыми и в Якутске, и в Москве, и в Калининграде, в Мурманске, где угодно. Поэтому есть дефицит в Якутии средств размещения 3-4 звездных. Я знаю, что планируется. Строительство обязательно нужно вводить в строй. Это просто не дань моде какой-то, это необходимость, чтобы развивать именно вот туристический сектор. Турбазы, туристические базы в удаленных местах, ну, это тоже, я думаю, серьезно укрепит позиции Якутии. Они, кстати, в этот раз по прошлому году довольно высокие, 22 место в России по валовому турпродукту. На 1 миллиард рублей у вас туристические субъекты наторговали. Но это неплохой объем. Для именно вот северного арктического региона можем здесь поаплодировать. Так держать, якутяне. Вот вы говорили про курорты, про турбазы и санатории. Нас это очень интересует в Якутии, потому что вот есть уникальнейшие места, например, источник Наход, это на юге Якутии он находится, и он находится в частном владении, там меняются, конечно же, владельцы, потому что они не могут потянуть всю эту инфраструктуру, и вот этот вот уникальный курорт, он приходит в запустение. Как вы думаете, что можно сделать в таких ситуациях? Могут ли рассчитывать предприниматели на помощь государства? Ну, подход государства до 2020 года в сфере туризма был очень простой. Мы строим инфраструктуру, подстанции, канализацию, дороги, инфраструктуру транспортную, вплоть до аэропортов. А вы, условно, бизнес, регион, строите все остальное. Средства размещения, развлечений, обслуживания туристов. Мне видится этот подход не очень эффективным. И государство от него постепенно отходит по простой причине, что средства размещения, то есть гостиницы, турбазы, санатории, построить сегодня очень дорого. Бизнес не тянет, кредиты дорогие. И здесь было бы оптимально применять субсидирование процентной ставки, как в сельском хозяйстве. Вы помните, когда ввели санкции злостно западные страны в отношении России, мы применили этот метод. То есть все селяне могли пойти в банк, взять кредит, и государство процент банку закрывало. Так в отрасль сельского хозяйства просто хлынули деньги.
Так же и здесь. Вот этот механизм и местная власть, региональная, республиканская, должна использовать, и федеральная. И Министерство экономического развития России к этому снаряду подошло. То есть во всех госпрограммах, которые с этого года в сфере туризма реализуются, субсидирование процентной ставки при вкладывании денег в инфраструктуру туристическую будет осуществляться. Ну, конечно, на конкурсной основе, через регионы деньги пойдут, как обычно, как в сельском хозяйстве. Но сам механизм. Все размазывать тонким слоем бесполезно. Государственные деньги, их просто не хватит. Ни на гостиницы, ни на аэропорт, ни на что. А вот дать рубль предпринимателю, на который он привлечет 10 рублей в банке, вот этот механизм, он очень эффективный. А какие еще меры поддержки предполагаются для предпринимателей в сфере развития туризма? Есть меры государственно-частного партнерства. То есть, когда государство, но здесь больше к регионам вопрос, в данном случае к Якутии, дает предпринимателю имущественный какой-то комплекс. Предприниматель вкладывает свои средства, прибыль или площади делим в пропорции. То есть, инвест-контракт. Это работает. Это работает в сфере спорта, кстати говоря. Также и в туристической отрасли ГЧП, где государство входит имуществом, землей, правами, возможно, какими-то. Я уверен, что они есть у Якутии. Возьмем даже алмазы якутские. Это известный на весь мир бренд. Посмотреть условно производство, это стоит денег туристу. Поэтому государство входит имуществом, предприниматель деньгами. Вот такие механизмы. Как вы думаете, что нужно делать все-таки для продвижения этих направлений? Государство от предпринимателей ждет инициатив, ждет проектов. Вот возьмем «Дети Азии». Это же, я считаю, гениальный был проект. Он родился в Якутии. И сегодня эти спортивные соревнования уже идут по миру. Недавно на Сахалине проводились. Есть планы по проведению в других странах, в том числе в Японии. Пожалуйста. Это бренд. Он приносит деньги, потому что приезжают люди. Михаил Владимирович, спасибо вам за беседу.